1 сентября – прекрасный, светлый праздник. В этот день для многих тысяч первоклассников прозвучат первые звонки. Для них наступит новый жизненный этап, полный интересных встреч и удивительных открытий в мир знаний. А для старшеклассников-выпускников начнется год, который станет для них определяющим при выборе их будущей профессии. О численности учащихся в этом году, новшествах школы и успехах учеников нам поведала заместитель директора по воспитательной работе школы номер 7 города Канаш Любовь Викторовна Тихонова. В этом году наша школа принимает 1052 ученика, из них 4 первых класса и остальные ученики начальной школы и среднего и старшего звена. В нашу школу поступила новая техника, новая мебель. Дети будут обучаться по новым программам. Наша школа вступила в программу профессиональной ориентации, как и все школы России, которая называется «Билет в будущее». Также наша школа очень активно участвует в различных других программах. В республиканской программе «Книга путешественника». Наши дети ездят по всей Чувашии, посещают памятные места. Также наши ребята очень активно участвуют в фестивале учащейся молодежи, разные смелые молодые. И уже 5-й год подряд ездят победители этого фестиваля. Ребята ездят в Анапу на вот этот вот фестиваль учащейся молодежи. В этом году наша ученица Каюкова Екатерина победила во всероссийском конкурсе «Вектор успеха» и тоже награждена путевкой в Артек, в которой она отправится 22 сентября и будет представлять не только город Канаш, но и всю Чувашию в школе лидерства. Надеюсь, что она обучится и принесет пользу нашей своей школе. Для меня 1 сентября – самый главный праздник в жизни. Праздник, к которому мы готовимся. Мы, учителя, готовимся, мы, родители, готовится наша школа. Это главный праздник в жизни. 1 сентября и последний звонок. А также высказала свои добрые пожелания дорогим ученикам школы. Всем ребятам я хочу пожелать самое главное – терпение, упорство в постижении знаний. И никогда не сдаваться, потому что только идущий вперед осилит дорогу. Одним словом, 1 сентября никого и никогда не оставляет равнодушным. Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые дела и поддерживают в трудные минуты жизни. С особым трепетом ждали День знаний не только педагоги, но и родители и те учащиеся, кто впервые переступил порог школы. Мы привели сестренку, младшую мою. Девочка в 1 класс пошла первый раз. Для нас это было очень волнительно. Да, очень волнительно было, поэтому мы готовились основательно. Даже за много, скажем так, за пару лет готовились уже к школе. Но самое ответственное это был последний год подготовки к школе. Это было просто эмоции у ребенка были неисчерпаемы. Было много эмоций, желания. Быстрее в школу, хочу быстрее в школу, 1 класс. У ребенка было очень много эмоций. Мы узнали также и о том, какие эмоции переполняют как взрослых, так и совсем еще юных гостей этого мероприятия. Она спускалась с лестницы. Были мурашки. Да, были даже мурашки. Даже сейчас до сих пор не отпускает. Вот даже сейчас мурашки просто идут. Что вот... Очень волнительно. Сами даже идем в 1 школу. Ой, 1 класс. Мы тут заново попали, как и раньше в детстве, 1 класс. Вместе с ней. Статус государственного праздника подчеркивает важность образования в нашей стране, важность получения новых и многогранных знаний. Тем не менее, День знаний для каждого из нас по-прежнему остается теплым, по-особому волнующим, ведь школа – это огромная семья, в которой обучают, воспитывают. 1 сентября, конечно, самый замечательный праздник, который вообще есть в нашей стране. Я пошла в школу в 1972 году. Это была 61-я школа. Моя первая учительница Анна Сергеевна Плотникова. Это был и волнительный день, и, по-моему, вот сейчас мне уже много достаточно лет, но все равно это очень волнительный день. Мы сами ходили в школу, провожали своих детей, теперь провожаем своих внуков. Праздник в 3-й школе. Я здесь 3-й год как депутатство, и мне кажется, в этой школе всегда проходит тепло,
по-домашнему, по-семейному. И дети сразу вливаются в коллектив и чувствуют себя здесь как дома. Учиться в школе – это большой труд, поэтому первоклассникам хотелось бы пожелать сразу с первого дня понять это, настроиться и начать этот нелегкий путь с помощью своих родителей и педагогов. Учителям хотелось бы пожелать всегда хорошего настроения, оптимизма, здоровья, так как учительский труд – это нелегкий труд. И чтобы их ученики всегда были благодарны им, и они, в свою очередь, не забывали своих учеников. Педагог школы номер 3 города Канаш высказала свои сердечные пожелания в адрес всех тех, кого напрямую касается этот праздник. Ребята в этом году очень веселые, они готовы к получению новых знаний, у них в глазах блеск, желание учиться. Хочется, чтобы все эти эмоции, весь этот блеск в глазах не заканчивался в течение учебного года, чтобы мы с таким же энтузиазмом продолжили, получали только хорошие отметки, чтобы все у нас было хорошо. 1 сентября – это праздник не только учеников и учителей, но и всех нас, потому что на протяжении долгой жизни мы учимся и развиваемся, становимся лучше и мудрее. Ведь именно в таком движении формируется всесторонне развитая и социально ответственная личность. Важность данного мероприятия отмечает и молодой специалист школы номер 3 города Канаш. Меня зовут Арсентьева Софья Алексеевна, и я являюсь новым учителем физической культуры в этой школе. Раньше в этой школе я училась, закончила ее очень хорошо, и из-за моего преподавателя физической культуры я решила пойти по его же стопам. 1 сентября одновременно в колледже и в школе – это необычно, потому что там все проходит на спокойном, так как уже 4-й год, а здесь я снова иду в 1 класс для себя, так как это уже другой опыт и другая обстановка, совсем другая. Дорогие педагоги, учащиеся и родители, от всей души поздравляем всех вас с началом учебного года. Желаем, чтобы все дни, проведенные в школе, были радостными, яркими, познавательными, плодотворными. Пусть новый учебный год станет для всех богатым на знания, открытия, творчество и достижения. Людмила Матвеева, Павел Демин.